Одной строкой ниже ФК Уфа теперь на 7-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Такова цена 2 потерянных очков в Оренбурге в матче против местного «Газовика». Что не получилось на выезде у подопечных Колыванова в нашем следующем сюжете. Спокойствие в каждом движении, боевой настрой. Чтобы успеть на матч с «Газовиком», уфимские футболисты выехали из гостиницы за 2 часа. Стадион, где выступает местная команда, находится на восточной окраине города в поселке Росташи. Живописная местность, уютные домики, небольшие улочки. Сами оренбуржцы называют этот район «маленькой Швейцарией». Чтобы добраться сюда, башкирские болельщики не пожалели ни сил, ни времени. Я сам с Бельбея, я добрался сюда сначала, меня довезли до Стерлитамака, а с Стерлитамака уже ночью на автобусе добрался до Оренбурга. До этого соперники ни разу не встречались в первенстве ФНЛ. Новичок лиги оренбургский «Газовик», попавший в турнир по спортивному принципу, и ФК Уфа, выступающий здесь 2-й год. Еще до перерыва тренеры обеих команд заменили игроков, что не свойственно для первого тайма. Но результата не последовало, хотя уфимцы дважды имели возможность открыть счет. Наверное, не хватило немножко мастерства исполнительского. Все-таки моменты были очень хорошие, где нужно было немножко хладнокровия проявить. Но в какой-то степени, может быть, и не везение, да. Во втором тайме Уфа чаще атаковала. «Газовик» нарушал правила. Но удаление Зураби Арзиани не повлияло на результат встречи. За 3 минуты до конца основного времени Андрей Киреев мог заработать 3 очка для команды. Но вратарь хозяев угадал траекторию полета мяча. У нас, конечно, считаю, побольше было моментов, и 1 на 1. У меня момент был 1000%. Поэтому обидно, что упустили, я считаю, что победу. Но так, конечно, обе команды старались. Я думаю, что зрителям игра понравилась. Итог встречи: 4 стопроцентных нереализованных момента у Уфы, 0 на табло и по 1 заработанному очку. Следующий поединок подопечные Колыванова проведут 22 сентября дома против Шинника из Ярославля. Юлия Молюкова, Ильшат Давлетбердин, Владислав Айзулин, Башкирское спутниковое телевидение.